11 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,33 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10 сомони. 1 евро от 10,3326 до 10,30 сомони. 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1645 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, и инвесторы продолжают оценивать данные о сильном замедлении инфляции в США. Цена на нефть марки Brent составила $93.88 за баррель, марки ВТИ $86.70 за баррель. Стоимость золота слабо меняется в пятницу утром, при том, что днем ранее оно подскочило в цене более чем на 2% после выхода данных о резком замедлении роста потребительских цен в США и составило $1754.95 за тройскую унцию. Таджикистан и Турция к 2025 году хотят нарастить взаимную торговлю до $1 миллиарда. Стороны подписали вчера дорожную карту для увеличения двухстороннего товарооборота. Дорожную карту для увеличения объема таджикско-турецкого торгового оборота подписали министр экономического развития и торговли Таджикистана Завкиз Завкизода и министр торговли Турции Мехмет Муш. Документ был подписан в рамках форума деловых кругов двух стран вчера, 10 ноября, в Душанбе. Он предполагает наращивание торговли между двумя странами в 2023-2025 годы до $1 миллиарда. Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в направлении свободных экономических зон. Предварительные договоренности о подписании этих документов ранее было достигнуто высшим руководством двух стран. Мехмет Муш отметил, что Таджикистан и Турция имеют огромный неиспользованный торгово-экономический потенциал. По его словам, двухсторонний таджикско-турецкий товарооборот приблизился с начала года к $400 миллионам. Турецкий министр выразил уверенность, что по итогам текущего года торговый оборот между двумя странами составит $450 миллионов, а в ближайшие годы $1 миллиард. Между тем, согласно данным статведомства Таджикистана, таджикско-турецкий товарооборот в январе-сентябре текущего года составил $260 миллионов, что на 5,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов на 24,3% с начала этого года. По данным таможенной службы страны, за 9 месяцев этого года в страну завезено более 558,5 тысяч тонн нефтепродуктов на общую сумму более $485,6 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт нефтепродуктов увеличился на 24,3% по весу и 1,7 раза по стоимости. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов страны, за этот период в республике произведено всего 19,3 тысячи тонн нефтепродуктов. По статданным, за 9 месяцев этого года внутри республики нефтепродуктов реализовано на сумму 7,4 миллиарда сомони. Всемирный банк готовит правительству Таджикистана варианты финансирования Рагуна. Данный институт координирует возможное финансирование проекта со стороны международных доноров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент группы Всемирного банка Дэвид Малпас обсудили вопросы, связанные с дальнейшей реализацией проекта строительства Рагунской ГЭС. Встреча состоялась в минувшую среду 9 ноября в египетском курорте Шарм-аль-Шейх на полях сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Президент Малпас отметил, что в настоящее время Международная ассоциация развития готовит проект технической помощи в поддержку повышения устойчивости проекта строительства Рагунской ГЭС, передает постоянное представительство Всемирного банка в Душанбе. В сообщении отмечается, что данная помощь направляется на улучшение макрофинансовых условий и совершенствование деятельности в рамках этого проекта. В этот же день представительство Всемирного банка опубликовало обзор государственных расходов в Таджикистане, в котором говорится, что данным Международным финансовым институтом разрабатываются для правительства Таджикистана возможные варианты финансирования Рагунской ГЭС для правительства страны. В публикации рекомендуется сократить бюджетное финансирование Рагунского проекта, так как это, по оценкам специалистов Всемирного банка, повышает риск долгового кризиса.
Объем экспорта драгоценных металлов в Таджикистане за 3 квартала текущего года по сравнению с прошлогодним периодом снизился почти на 40%. По статданным, по итогам третьего квартала этого года сумма, вырученная от продажи драгметаллов, составила более 421,1 миллиона долларов или 59,4% от показателя аналогичного периода прошлого года. В январе-сентябре прошлого года сумма продажи драгметаллов составила почти 709 миллионов долларов. По данным Министерства промышленности и новых технологий, в стране функционирует 18 золотодобывающих компаний, и производство этого металла ежегодно растет. Однако ведомости не делятся данными о фактических объемах производства золота в стране, ссылаясь на секретность информации о добыче драгметалла. По статданным, в прошлом году продажа драгметаллов составила 41,7% от общей суммы экспорта страны. Драгметаллов было продано на сумму свыше 896,6 миллионов долларов при росте в 30%, чем в 2020 году.